Пратэсты ў Казахстане працягваюцца, нягледзячы на заявы прэзідэнта Такаева і ўзброеных сілавікоў на вуліцах. Супярэчлівая інфармацыя даходзіць з Алматы. Улады паведамляюць, што затрымана 2000 чалавек. Незалежныя медыі, што марадзёры працягваюць рабаваць крамы, а пратэстоўцы штурмуюць урадавыя будынкі і тэлевышку. Он обстреливает машину. У самым буйным горадзе Казахстана па-ранейшаму няма інтэрнэту. Жыхары буйных гарадоў стаяць у чэргах да банкаматаў і па хлеб. Улады Казахстана вядуць супраць пратэстоўцаў інфармацыйную вайну. Паміж пратэстоўцамі і марадзёрамі ставіцца знак роўна. Укідваюцца паведамленні пра сілавікоў, якім адсеклі галовы. Да ачарнення пратэстаў далучыліся расійскія і беларускія СМІ. Там пратэстоўцаў называюць бандытамі і наркаманамі. Тым часам у Казахстан прыбывае вайсковы кантынгент АДКБ. У асноўным гэта расійскія салдаты, але ёсць і вайскоўцы з Беларусі, Таджикистана і Арменіі. Сцвярджаецца, што блакітныя каскі будуць выкарыстоўвацца толькі для аховы стратэгічных аб'ектаў. Вообще-то с народом разговаривать. Это вот одна из проблем, допустим, связанная с чем, что, допустим, вот это капсулирование власти от народа приводит к таким издержкам. И если нет диалога с народом, если этот диалог носит только вот такой, знаете, чисто прагматический характер, поговорить перед выборами, пообещать еще что-то, рецидивы неизбежны. И я надеюсь, и в принципе я глубоко уверен, что советники у Такаева достаточно квалифицированы, имеющие очень хорошее образование, они ему подскажут, что разговаривать надо, и коллективные решения принимать надо. И в принципе, хочется или не хочется, от автократии избавляться придется. Ну да, толькі, відаць, доўгі і дастаткова складаны гэты шлях. Вось нам зараз паведамляюць пра тое, што, напрыклад, у Кыргызстане у дадзены момант пачаліся пратэсты супраць АДКБ. Кыргызстан. Дзе Кыргызстан, а дзе Казахстан. Ну, в прынцыпе, недалёка, але тым не менш. Ці не паўплывае вот гэтая ўся сітуацыя ў Казахстане на сітуацыю ва ўсім тым рэгіёне? Ну, вне всякого повлияет. И, знаете, тут можно по-разному относиться. Но Киргизия тоже страна очень непростая. И там тоже кланы. И вообще смена власти там тоже происходит. Но я обратил бы ваше внимание, что вообще-то в Киргизии, вот мы так часто критически относимся, но в Киргизии вообще-то выборы проходят демократически. И вообще-то голоса считаются очень серьезно. И даже мы приводим вот такой пример Абхазии, как страны, допустим, ну такой, ну вроде изгоя, вроде бы и страны такой нет. Но вообще-то там элементы демократии присутствуют очень серьезно, и там и многопартийность есть. И вообще-то люди договариваются, и вообще-то они держат власть в напряжении, они вообще-то вопросы задают очень серьезные. И это как раз урок вот этим автократам о том, что хочется вам или не хочется, а договариваться с людьми придется. И придется вырабатывать совместные решения, находить компромиссы. И если вы не будете договариваться со своим собственным народом, вот так удерживать чисто силовыми методами ситуацию, можно не очень долго. И, допустим, вот этот опыт того же Казахстана, он вольно или невольно начнет, ну, в том числе анализироваться и в сознании, допустим, вот этого, как вы говорите, так сказать, малоподвижного белоруса. Потому что это все копилка достижений постсоветских стран, и люди учатся. Это уроки, не проходящие бесследно.